честно говоря, то, что в Беларуси очередная волна репрессий, это, как сказать, это новость такая пожилая уже, бородовая. Потому что 26 лет вот этот режим Лукашенко в Беларуси существует, да? И все эти 26 лет там сажают политзаключенных, разгоняют акции протеста, массовые побоища, хапуны вот эти вот бесконечные, да? Потом время от времени бывало, что их освобождают, там меняют на кого-то, на договоренности Запада, потом все начинается по новой. Вот. Я единственное, честно говоря, чего я не понимаю все эти годы, я давно был в Беларуси, к сожалению, последний раз, еще в нулевые. Вот. Но тогда уже это было невозможно понять, тогда уже я пытался, так сказать, вникнуть, разговаривал с националистами, с медиами. Вот. И никак не могу я понять, как белорусский народ это терпит. 26 лет такого режима совершенно не вмещается в сознание. Вот. Просто невозможно. Потому что ведь это, черт побери, ведь это же не московская орда, это же не вот эта вот азиатская диктатура, да, которая идет от Золотой Орды, и, так сказать, они воспитаны рабами, черт знает скольких поколений. Нет, это же действительно было европейское государство, и был, так сказать, светоч европейских цивилизаций, это Великое княжество Литовское. И что с ним сделали в результате, да? Во что превратилась Беларусь под руководством Лукашенко? Вот. Я не очень понимаю, как это вообще может происходить, почему белорусы это терпят. Для меня это основной вопрос, самый основной. Вот. Я просто думаю, что то, что хорошо, что проводятся акции солидарности по, так сказать, разным странам, вот здесь, в Киеве, в других столицах, у посольств, где-то на площадях, хорошо, но это все равно недостаточно. Все равно он сажает, и проводит эти фарсы, что выборы, что еще что-нибудь. Вот позор этот продолжается, это далеко за гранью где-то находится все, за гранью вообще добра и зла, давно уже, так сказать, перейдена эта черта. Я думаю, что чтобы освободить политзаключенных по-настоящему, надо ликвидировать этот режим черта. Он уже слишком долго существует, это совершенно немыслимое анахронизм. Вот. А чтобы ликвидировать режим Лукашенко, видимо, надо ликвидировать самого Лукашенко. Я не знаю, как по-другому это можно сделать. Уже в нулевые годы, когда я бывал там в Беларуси, общался с друзьями из оппозиции, тогда уже люди говорили, что только снайпер спасет Родину. Я помню этот лозунг еще с тех времен. Вот, только снайпер нужен. Вот он действительно нужен, и сейчас он нужен значительно больше, чем 15 лет назад. Вот. Я так понимаю, что пикеты это хорошо, но этого недостаточно, нужны более решительные действия. Это Лукашенко, он как бы, как бельмо на глазу, да, без ликвидации его, видимо, ничего не будет. Видимо, надо просто другие методы использовать. Есть хорошо, что есть белорусские националисты. Я полностью поддерживаю независимость Беларуси и, так сказать, национальное возрождение Беларуси. Но не очень понятно, почему националисты в 21 веке используют только такие методы по умолчанию, как вот уличное пикетирование, шествие и так далее, и так далее. В свое время были националисты всех других славянских народов, и методы у них были пожестче. В частности, вот сейчас вспоминается, например, знаменитое марсельское убийство 1934 года, когда македонские националисты боролись за независимость Македонии, грохнули короля Югославии. Взяли и грохнули. В Париже с визитом находился король, они его убили. Вот. Я не очень понимаю, как справиться с режимом, как освободить политзаключенных, если не предпринимать решительных шагов. Просто не знаю. Живе Беларусь! Живе!